Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В городе Мары муку продают только при условии приобретения чупа-чупсов. Одна конфетка-сосулька на палочке оценивается в такую же сумму, как и килограмм муки, а именно в 1 манат. Купить можно не более 5 килограммов муки в месяц на одного человека. Одновременно в довесок придется взять 3 чупа-чупса. Это в январе, а всего лишь месяц назад дела обстояли даже хуже. Тогда с покупателей требовали 7 манатов за 5 положенных килограммов муки, причем без нагрузки. Просто 2 маната кто-то клал себе в карман. Качество муки в госмагазинах оставляет желать лучшего, но небогатые марийцы пекут из нее хлеб. Источник утверждает, цитата: «Когда этот хлеб горячий и свежий, то с ним можно есть супы. А когда остывает, вкус заметно ухудшается». Конец цитаты. Более обеспеченные семьи покупают качественный хлеб на рынке. Там килограмм местной муки стоит дороже, от 3 до 5 манатов, а высшего сорта из Казахстана и России 8-9 манатов за кило. Но и эти люди нередко берут в госмагазине свои 5 килограммов и отдают эту муку бедным родственникам. Про нагрузку к муке сообщает и радио Азатлык. Так в Ашхабаде в этом месяце в довесок навязывали просроченное тыквенное повидло. Срок его годности истек еще в октябре прошлого года. Перебои с продуктами наблюдаются в Туркменистане уже несколько лет. На базарах и в частных маркетах есть все, но цены там недоступны большинству граждан. В госмагазинах наблюдается дефицит, и это создает благоприятную почву для различных нарушений. Так в Гора-Багазе отдельные лица, благодаря взяткам и связям, закупают мешками дешевый хлеб и затем скармливают его скоту. Обычным же покупателям отпускают не более 2 буханок утром и столько же после обеда. Еще одна новость наступившего года – подорожание в ряде областей алкоголя, в частности водки. Пока что это коснулось только спиртного местного производства. Скажем, в частных магазинах Мары пол-литровая бутылка водки «Араса», стоившая еще 4 января 33 маната, сейчас в продаже по 50 манатов. Видов «Арасы» множество. Например, в начале января популярная бутылка, которую в народе из-за формы прозвали «Гроб», стоила 33 маната, а сейчас ее отпускают по 50. Выросла цена и на менее популярную «Арасу». Дизайн ее этикетки один в один схож с известным брендом водки «Столичная». Эта водка, как и Бекре и Ашхабад, подорожала на 2-4 маната в зависимости от магазина. Но у большинства любителей спиртного денег на качественный алкоголь нет, поэтому народ чаще всего покупает дешевое вино Майса. О качестве продукта можно судить даже по этикетке, на которой указано, что это не вино, а винный напиток. Грубо говоря, обычная бормотуха, которую делают и разливают подпольно. Но и этот напиток вырос в цене. Если цена в 7-8 манатов за бутылку несколько лет оставалась неизменной, то сейчас она выросла до 13-15 манатов. Не изменилась лишь цена на пиво. С 1 января в Туркменистане в очередной раз повысились акцизы на алкоголь. На пиво с 30 до 34,5%, на вина и крепкие напитки в зависимости от градуса с 39 до 44 с лишним и выше процентов. Одновременно были повышены акцизы на сигареты. Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.